Сегодня доктора едут на юг к своим коллегам. Давайте в 9:30 здесь, наверное, министр выступит, проводит своих коллег. Я хотела бы немного поговорить с докторами, которые едут. Вы можете представиться? Меня зовут Анабеков Мирлан. Я являюсь врачом-анестезиологом, реаниматологом Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Реаниматолог, анестезиолог, да? Реаниматолог, анестезиолог. А вы куда едете? Вас уже распределили? Да, нас уже распределили, мы едем в Джалалабад. Джалалабадская областная больница? Джалалабадская областная больница. Угу. А какое у вас вообще ощущение, что вы, с какой целью едете? Цель у нас одна – это победить именно этот коронавирус, COVID-19, и помочь именно в лечебных мероприятиях своим гражданам по оказанию помощи, медицинской помощи. Вы не боитесь? Нет, я, например, не боюсь. Ага. Вы сами добровольно? Да, я сам добровольно еду именно в Джалалабад, оказать именно нашим согражданам медицинскую помощь. Угу. А у вас семья есть? Как да, ваш? у меня семья есть, у меня дети есть. Они, конечно, были сперва на негативе, потом уже, если не я, то кто будет помогать нашим соотечественникам? Спасибо вам большое. Мы только надеемся, что действительно не будет никаких тяжелых последствий, а вы как никогда нужны будете нашим коллегам. Давайте вот сейчас уже по очереди, да, можно будет? Да, это прервали меня. Так, представьтесь, пожалуйста. Шайрбек Кадар Ильич, я работаю в 4-й городской больнице. Можно чуть громче, могут не услышать. В отделении реанимации. Врач, анестезиолог, реаниматолог. Какой больницы? С какой? Бенецто. Бенецто? Ага. Вам сколько лет? Вы очень молодо выглядите. 35. О, и вас уже тоже, да, вы знаете, куда вы едете? Да, я знаю, я в Джалалабадский область, Алабытинский район. Ага. И традиционно, наверное, вопрос, что ваши родственники, как восприняли эту новость? Не знаю, они как восприняли. Я им сказал, что я поеду, они сказали, хорошо, поедь. Вам не страшно? Нет, мне надо спасать людей. Спасибо вам большое. А что бы вы вообще хотели сказать, наверное, гражданам? Какое-то обращение вы могли бы сделать? Чтобы они дома сидели, никуда не выходили. Очень многие, не понимают, когда говорят дома сидеть, почему сидеть? Они просто не понимают, что это такое коронавирус, поэтому они уходят. Да, и я вам тоже желаю удачи, чтобы вы помогли нашим действительно коллегам, сейчас им, наверное, тяжелее, да, и чтобы сами не заразились и живы-здоровы приехали. Спасибо вам большое. Да, вы представьтесь. Добрый день, меня зовут Марина Медказина Давлетбаева. Я врач-инфекционист, работаю заведующей отделением в Республиканской клинической инфекционной больнице. Ага, вот как раз сейчас у вас, тоже лежат. Да, у нас тоже есть больные с коронавирусной инфекцией. Ваша какая миссия? Наша миссия, моих коллег и меня, помочь врачам южного региона, так как они первые столкнулись с этим COVID-19. И, конечно, мы понимаем, что они нуждаются в нашей поддержке, и мы решили поехать и поддержать наших врачей и помочь нашему населению южного региона преодолеть эту коронавирусную инфекцию. Вы на сколько дней едете? Мы едем на месяц. Угу. То есть 14 дней мы будем работать, 14 дней мы будем находиться в обсервации. Тоже можно будет, что бы вы хотели пожелать? Вас сейчас многие смотрят. Вы наши герои. Скажите, я хотела бы, конечно, пожелать всем крепкого здоровья. Это самое такое актуальное пожелание на сегодняшний день. И хотела бы попросить всех оставаться дома, потому что многие не понимают эту ситуацию и думают, что это их не заденет, это пройдет мимо них. Но как раз такая ситуация, она постигла наш весь мир. И мы, конечно, у нас нет иммунитета
к этой коронавирусной инфекции. И хотелось бы, чтобы вот мы своими действиями, то есть население помогало Министерству здравоохранения, нашим медработникам, чтобы было поменьше пациентов с COVID-19 и чтобы не было тяжелых летальных случаев. И хотелось попросить, чтобы вы все оставались дома и использовали карантин себе во благо, но ни в коем случае не нарушали его, не ходили друг к другу в гости, не выходили на улицу. Если выходили, то только в случае какой-то надобности. А вы в какую больницу едете? Куда вы едете? В Джалабадскую область. Мгм. Ну, я вам тоже желаю только удачи. Возвращайтесь, сами не болейте. Спасибо вам. Здравствуйте, меня зовут Бедельбаев Марлен Канабекович, ассистент кафедры детских инфекционных болезней, инфекционист. Дальше Да, куда вы едете? едем в Волжскую область А именно в какой район? по распределению координаторов. Координаторы здравоохранения будут распределять по районам. Скорее всего, в больницу. Мгм. Страх есть? Ну, Вы молодой. как вам сказать? Везде есть риск. Не только в отношении коронавируса, и везде и всюду есть риск. Да, доктора, ну, мне кажется, всегда рискуют. Всегда у нас, да, работа рискованная. Вы давно уже работаете? Стаж работы у меня, так, сколько, 8 лет. Мгм. А как ваша семья отнеслась к этому? Ну, одобрили, поддержали, что помощь в отношении к своему народу, помощь врачам, которые устали, помощь югу, врачам, которым нужна замена, нужна помощь в отношении. Спасибо вам большое, спасибо. Еще раз только я желаю вам не болеть, возвращаться живыми, здоровыми. Давайте. Так. Вот. Ну давайте тогда, если вы не хотите, хотя бы одна из вас, да, скажите, я вас обоих снимаю. Я Емела Мусталмамаджанна, отделение пульмонологии, это врач-пульмонолог, национальный госпиталь. Ага. А вы? Я Макамаева Эльмира Барубаевна, из пульмонолог, специалист с кардиологического центра. Да, как пульмонологи, наверное, сейчас нужны тоже, да, как и другие все доктора. Ну, вы женщины, как вас мужья отпустили? Если у вас есть семья, как к этому отнеслась? Ну, негативно, конечно, не отпускали, но все равно придется сталкиваться. Да. Как к этому отнеслись? Страх, конечно, есть, боязнь, потому что вот, из этих видим с телефона, СМИ, да, из Италии новости, вот как коронавирус начался, я вот начала следить уже с декабря. Такая ситуация в стране, да, я, в принципе, следила и как-то не готова к пандемии. Все равно у нас профессия такая, что мы должны всегда прийти на помощь людям, больным, пациентам, да, помочь им. Своим коллегам тоже. Своим коллегам, да, оказать поддержку, помощь. Ну, я также вам желаю здоровья, не болеть, возвращаться, чтобы не было смертей. Действительно, в профессионалах все нуждаются. Вас как зовут? Здравствуйте. Я доктор Талгат Белекович, национальный госпиталь, врач-анестезиолог и реаниматолог. Я еду в Новгородский район помочь своим коллегам, поддержать их в эту трудную минуту. Ну, конечно, мы все видим, что не только в нашей стране, по всему миру идет эта инфекция. И мы надеемся, что мы быстро победим эту инфекцию. Наша страна такая, таких скученность нету, больших городов нету. И мы вовремя приняли, наше государство тоже приняло эти меры, все предосторожности. И надеемся победить побыстрее. Ну, я вам желаю только удачи. Что вы хотели бы пожелать? Ну, я хотел бы всем нашим гражданам, чтобы они все соблюдали вот это все
предприняты меры, чтобы они не выходили из дома. Требования нашего государства. И тогда будет, если серьезно относиться к сейчас происходящему в нашей стране, тогда будет легче будет победить эту инфекцию. Если, как итальянцы, мы не будем соблюдать, тогда будет трудновато. Поэтому наши граждане, соответственно, пожалуйста, соблюдайте все, не выходите из дома. Только в крайнем случае, по необходимости, к вам обращаемся. Что большое. Спасибо. И будьте здоровы, не болейте. Спасибо вам за ваш труд. Мен Мамед Азимов Мамед Мусар, ал 3-ші шаардык ооруканадан блок интенсивный терапияда врач-пульмонолог болуп иштейм. Биз эмне боюнча чечиш керек болчу? Каяка баратасыз? Түштүк регионго, именно Ош шаарына кетип атам. Ошол жакта коронавирус менен ооругандарга жардам берип, буюрса ушул эреженин баардыгын сиздер сактап, көчөгө чыкпай, биз айткан эрежелердин баарын сактап саңыздар бизге чоң жардам берген болосуздар. Үй бүлөңөр кандай жиберди сизди? Баардыгы түз эле көз карашта, себеби дегенде ата-энем ушул бизде атайын жардам берүү үчүн ошол үчүн окуткан дегендей, ошого алар түз карашта и биз ушул адамдарга жардам берүүгө колдошту. Анда рахмат сизге чоң. Өзүңөр аман эсен барып, аман эсен келиңиз, оорубай. Чоң рахмат. Сиздин аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Мили Шолпонбайулу, врач-инфекционист, являюсь ассистентом кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени Хумбаева. Так, еду добровольцем на юг помочь в трудный час. А куда вы едете, вас именно куда распределили? Ну, пока Новохадский район. Новохадский район. Угу. Как ваша семья, наверное, это очень важно, и как ваше самоотношение к тому, что... То есть как вы это восприняли, когда вас сказали, что нужно ехать? Изначально я сам хотел поехать, поэтому никаких противоречий не было. Ну и родители заранее предупреждал, поэтому тоже спокойно отнеслись. Угу. Ну, что вы хотели бы пожелать нашим гражданам? Читать побольше правильных новостей, правильную информацию, быть в курсе событий и соблюдать меры гигиены. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что тоже все обойдется. Коллеги, да, вы уже выходите, да? Нет, нам сказали просто туда в 13.